исполнении оркестра народных инструментов в холле Дворца культуры, словно фанфары перед стартом праздничного концерта, так и манят зрителей вглубь зала. До начала мероприятия чуть меньше получаса гости слушают живую музыку и любуются настоящими шедеврами живописи и искусства. Картины из рябе кожи, серебряные изделия ручной работы, предметы декоративно-прикладного искусства, а также работы мастеров по бисероплетению. Наталья Кадзоева, к примеру, представила на выставке женские украшения, над созданием каждого из которых она трудилась около месяца. Сначала головку, вот так, потом шейку, перышко отдельно, и по схеме подсоединяю каждое перышко вот так. И подсоединяю. Главное, чтобы вот у меня хвостик стоял. Видите, как стоит? Вместе с хвостиком вот ножки идут. Вот так получился у меня оригинальный сувенирчик. Гости спешат в зрительский зал, свет погас, собравшихся приветствуют ведущие праздничного концерта. Поздравления и пожелания успеха в работе принимают сегодня все деятели культуры республики. Специально для них выступают известные музыкальные исполнители Ингушетии. Я хочу от себя лично поблагодарить всех работников культуры, пожелать им творческих успехов в дальнейшем, чтобы у них на своем поприще было больше возможностей продвигать это все дальше. Гость праздничной программы – гостья из Лондона, певица Дарья Кулеш. Вместе с Тимуром Зейтовым девушка сумела наполнить зрительский зал национальными мотивами, а ее безупречный голос не оставил равнодушным даже самого привередливого зрителя. Всего самого лучшего и благодатного в творчестве, чтобы творчество само по себе приносило счастье, чтобы человек чувствовал, что у него есть миссия на этой земле, и он через творчество свое дарит частичку души и живет этим, и испытывает от этого главное и настоящее счастье. И вот наступает главный момент, который собрал у экранов телевизоров сотни человек и полный зал зрителей во Дворце культуры. Затаив дыхание, каждый из них с нетерпением ждет подведения итогов ежегодной премии за заслуги в области культуры и архивного дела. Лучшие вокальные исполнители, танцоры, режиссеры и другие деятели культуры и искусства борются за первое место в 16 номинациях. Лучшим актером года стал Муртаз Азиев, а первым среди библиотечных работников – Анмагомед Зуматов. Награждение данной премии сегодня стало для меня неожиданностью, потому что те из номинантов, которые также были выдвинуты на получение данной премии, они заслуживали данной награды и, соответственно, также могли сегодня ее получить. Но хотелось бы поблагодарить организаторов данного мероприятия, которые дали возможность вообще показать себя, свою работу. Актрисы театра и кино, преподаватели живописи, самые преданные своему делу и профессии люди. Каждый получил награду за особый вклад в культурную жизнь республики. Удачи и успеха в работе виновникам торжества пожелал и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Культура – это такая наиболее важнейшая, связующая часть вообще нашего общества, составляющая жизни общества. Поэтому хочу сегодня поздравить всех наших работников, тех, кто в зале, тех, кто сегодня не присутствует в этом зале, и всех ветеранов этой профессии, такой хорошей, любимой профессии. С праздником пожелать здоровья, успехов и, в первую очередь, конечно, творческих успехов. И снова награждения, сопровождающиеся бурными овациями. Призы и благодарности главы республики получают отличившиеся в этом году деятели культуры. За значительный вклад в развитие культуры и искусства в связи с 24-летием со дня образования Государственной филармонии имени Ахмеда Танкоева поощрить благодарственным письмом главы Республики Ингушетия коллектив Государственной филармонии имени Ахмеда Танкоева. Праздничную атмосферу дополнило выступление звезд ингушской эстрады. Яркое красочное шоу и громкая музыка придала праздничному концерту особый шарм. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.